Ари, выручай, все отказываются. Хотя за всю команду можешь сказать хотя бы. Секрет рассказали, да? Команда старики отдуваются. Ари, супер. Молодец. Ари, что произошло сегодня? Почему проиграли одной из, судя по турнирной таблице, одной из самой слабой команды? Eu acho que, mesmo sendo torcedores, eles estavam bastante motivados. No primeiro tempo, a gente viu que ele estava muito compacto ali, não estava deixando a gente jogar como a gente gostamos de jogar por dentro. Conseguimos criar alguns momentos no primeiro tempo e no segundo tempo eles conseguiram fazer um gol que eu acho que foi sorte, né? E aí eu acho que ali depois ali a gente caiu um pouco ali na marcação em algum momento do jogo, mas a equipe lutou também, tentamos fazer de tudo para conseguir o resultado, mas infelizmente o adversário se preparou bem para esse jogo. Наш соперник хорошо подготовился к этому матчу. В первом тайме мы увидели, во-первых, Сочи был очень мотивирован, даже без болельщиков, это было заметно. И в первом тайме мы почувствовали, что они играли довольно-таки компактно, не давали нам играть в наш футбол, то есть короткие передачи на половине поля соперника. Но тем не менее мы смогли создать несколько моментов в первом тайме, затем вышли на второй тайм, пропустили гол. По моему мнению, это им, конечно, в какой-то степени повезло. После этого гола мы где-то, возможно, допускали ошибки в опеке и немножко, возможно, ментально провалились. Но, повторюсь, соперник хорошо к этому матчу подготовился. Но наша команда билась, это было видно, и это важно. Странно слышать, что соперник был очень мотивирован. Вы же тоже мотивированы, вы же боретесь за чемпионство. É esquisito escutar agora que o nosso adversário estava muito motivado. A gente não está motivado, estamos brigando pelo título. Com certeza, eu acho que a gente veio atrás dos 3 pontos. Nosso time também estava motivado, como eu falei. Às vezes, dentro de campo, você acaba mostrando talvez um pouco mais. E eu acho que isso talvez faltou a gente, talvez um pouco mais mais agressivo, né, dentro do campo. Конечно, мы точно так же мотивированы, потому что нам нужно, мы приехали сюда, чтобы забрать 3 очка, но иногда во время матча обе команды играют, и одна из команд может дать немножко больше, говоря о мотивации, немножко больше агрессивности, так скажем. Вот, наверное, в этом компоненте соперник нас чуть-чуть превзошел. Была ли какая-то недооценка соперника, может, со стороны Краснодара? Учитывая, что они идут внизу турнирной таблицы. Tendo em conta que o nosso adversário é das lanterninhas do campeonato. Então, acredito que a nossa equipe lutou muito também dentro de campo. A gente eu vi que os jogadores estavam tentando fazer de tudo. Eu acredito que mérito do adversário que realmente se preparou bem para esse jogo. Então, acho que mérito do adversário. Мы старались, мы бились, мы хотели победить, но давайте скажем, что соперник заслужил, они хорошо подготовились, и поэтому это заслуженно. Команда долго не выходила из раздевалки, если не секрет, что обсуждали какие-то моменты по матчу или в целом игру команды, или какие-то другие episódios. A gente estava falando sobre o nosso jogo, então de que a gente estava falando no vestiário? Então, por que demorou tanto para sair? Acho que a gente, claro, sabendo que era um jogo importante, 3 pontos necessário para que a gente pudesse ainda brigar pelo título. Eu acredito ainda que ainda não é tarde, temos que acreditar até o final. Acho que a galera ficou um pouco triste também pelo resultado. Acho que por isso que a gente demorou a sair. Вы имели в виду перерыв или после игры? После игры. Потому что мы команда, которая бьется за титул, мы сконцентрированы, мы хотели победить. И, конечно, если мы проиграли, мы были немножко расстроенными, даже не немножко, и поэтому мы задержались в раздевалке. Насколько Краснодар этим поражением осложнил себе турнирную задачу, или еще можно что-то наверстать? Sinceramente, eu fiquei muito triste pelo resultado. A gente
Sabia que era um jogo muito importante. Eu, particularmente, preparei muito, me concentrei muito para esse jogo. Acredito que todos os jogadores também. E uma derrota dessa contra um time que está lutando lá para sair lá da zona de baixo, sem dúvida é de ficar triste mesmo. Я расстроен этим результатом, потому что, скажу за себя, я хорошо подготовился к этой игре, я был сконцентрирован, и я верю, что все мои партнеры по команде сделали то же самое. Но когда проигрываешь против команды, которая пытается подняться с низшей части таблицы, понятно, что ты будешь действительно расстроен. Конечно, это сложнее простить. Чемпионат сейчас может быть прерван на неопределенное время. Вот как вы относитесь к такой возможной ситуации? Следующий матч с Динамо под ugrozой. Porque pode ser que a gente não jogue o próximo jogo contra o Dinamo de Moscou. O que você acha sobre esta situação? Acredito que talvez seja sobre esse vírus, né? Sim, mesmo. Eles estão falando disso. Eu não sei ainda detalhes, mas se parar é lamentável, porque a gente está numa sequência boa, a gente vem se preparando para cada partida e vamos esperar para ver. А você não quer essa parada, né? Eu não. Я не хочу этой остановки чемпионата, потому что мы всегда готовимся к матчам. Я не знаю еще всех деталей, связанных с этим вирусом, поэтому тяжело говорить, но хочется играть. А сегодня играли... Просто хочется играть, но деталей всех я не знаю. А сегодняшний матч, кстати, был без зрителей. Каково это играть без болельщиков? Como é jogar sem adeptos no estádio? É claro que quando você joga em casa e tem o apoio da sua torcida, é sempre bom. Pra gente foi bom porque eles jogaram sem torcida, mas como eu falei, o resultado você mostra ali dentro de campo e o adversário tá de parabéns por ter realmente ter se preparado bem, até porque a gente também se preparou, tentou jogar de várias formas, o treinador mudou a equipe, tentou também fazer com que os jogadores que estivessem entrando talvez entrasse ali com mais disposição para conseguir o resultado, mas infelizmente não conseguimos. Конечно, команда, которая является хозяином, хочет играть с болельщиками. Точно так же это и для нас. Мы приехали сюда играть в гостях, болельщиков не было. Конечно, для нас, возможно, это лучше. Но, опять же, надо сказать, что Сочи отлично подготовился к этому матчу. Имею в виду в том, что мы тоже готовились к этой игре, старались сделать все. Тренер поменял некоторые моменты. То есть мы готовились действительно их обыграть, но надо сказать, что соперник это заслужил, отлично подготовился. То, что могу сказать. Можно еще один вопрос? Последний вопрос. Да. Несмотря на это поражение, остаются ли у Краснодара чемпионские амбиции? Tem ambições e pretensões de ser campeão ainda, ou já não? Claro, a gente tem que acreditar até o final, né? Да, мы должны верить до конца. Спасибо. Спасибо.